Как решить все проблемы и стать счастливой? Подумайте, чего вы хотите? Для решения почти всех ваших проблем нужны деньги. Переходите по ссылке в описании и узнайте, где взять деньги на счастливую и успешную жизнь. Вы этого достойны. Ты кто? Олег Зборовский. Зборовский? А ты, случайно, не родственник той самой Зборовской, у которой модный дом? Я ее внук. Офигеть. А вы кто? Костя. Ганин Константин. Я не могу поверить. Вы точно моя копия. Я сам в шоке, будто мамонта увидел. Этот костюм, за который я сегодня заплатил, он на вас. И давно вы пользуетесь нашим сходством? Да, я зашел в этот бутик, мне девочка-продавщица всучила пакет. Но я думаю, что, отказываться от фирменных шмоток на халяву. Будьте добры, верните мне мою одежду. Верните мне мою одежду. Че, прям сейчас, что ли? Ген, я не понимаю, правда, ты совсем в меня не веришь? В конце концов, твоя Лиза брат? Так, секундочку. Во-первых, она не моя. Хорошо, не твоя Лиза Братух работает в вашем модном доме дизайнером, хотя фантазии у нее ноль. О, вон она. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Может, поздороваешься с Лучиком? Слушай, у меня есть идея получше. Давай с тобой сбежим отсюда. И пойдем в место поинтереснее. Ну, я не знаю. Я знаю. Может быть. На меня смотри. Да знаю, где это ваша Вишневая. Одни вон мажоры до отца с собачками ходят. После обеда занесу. Буду очень благодарен. Слушай, такой серьезный. Всего хорошего. И вам. Офигеть. Ну, Софии Зборовской, мой двойник. Олег? Олег? Привет! Привет. Вот это да, мы так давно не виделись. А ты чего не сказал, что он приехал? Ну? Ну, чего молчишь, как ты? Нормально. Ты очки забыл? Да. Ты изменился? А ты нет. Все такая же красивая. Ладно, Алиш, у нас с Мариной планы. Посидим еще как-то. Дома увидимся. Пока. Пока. Дома увидимся. Что происходит?
Ма? Ты что здесь делаешь, мам? Мам, что случилось? Мам? Ты меня слышишь, мам? Я сейчас скорую вызываю. Алло? Алло, скорая? Ну-ка, повернись. Что у тебя с лицом? Ты что, подрался? Ба, ерунда. Ужас. Хорошо еще, что ты дома оказался. А то неизвестно, чем бы все закончилось. Я на работе. Гена в загул ушел. Он, кстати, ответил на твое сообщение. Телефон выключи. Закрутился он со своей Мариной. А завтра, между прочим, на работу. Еще и мать в больницу попала. Ба, ну никто же не мог предположить. Как она, Павел Андреевич? Она спит, укололи успокоительное. Никаких серьезных симптомов я пока не выявил. Ген, а ты правда меня любишь? Только тебя, моя хорошая. Рядом с тобой мне хочется быть лучше. Лучше? И единственное, что ты можешь мне предложить, это поехать в отель? Единственное, что я могу тебе предложить, это стать моей женой. Ты знаешь, я пока не поняла, нужно ли мне это. А я подожду. Столько, сколько нужно. Девушка! О, вы забыли. Я просто увидел, что вы ходили грустные по магазину и решил поднять вам настроение. Спасибо. Может, в парке погуляем? Привет, ты спишь еще? Привет. Да нет. Ночь вчера жуткая была. Маму на скорой в больницу отвезли. О, боже мой, а что с ней? Врачи говорят, сильный стресс. Я понимаю, как ей сейчас тяжело. Знаешь, я подумал, я, наверное, все-таки останусь здесь до начала семестра. Маме поддержка нужна. Я по тебе так соскучилась. Ну, я понимаю, да. Конечно, оставайся. Кстати, я забыл сказать. У меня, оказывается, есть двойник, представляешь? Двойник, в смысле? Ну, в таком смысле. Надо сказать, крайне неприятный тип. Вчера с ним познакомились. Он, видишь, вместо него вчера по морде получил. Что?
Ну так что там, тебя взяли? По крайней мере, их главному модельеру понравились мои эскизы. И готовые работы тоже вроде понравились. Ну так супер. Только, если честно, я не очень рад, что мы будем видеться реже. Я буду скучать. Чувствуешь за меня ответственность, как за младшую сестру? Типа того, но не совсем. Просто ты дочь дяди Лёни, я должен заботиться о тебе. И мне очень хорошо, когда мы вместе. Сейчас. Просто хотел сказать, что… Из модного дома. Алло, да? Да, это я. Да. Хорошо, спасибо большое, Владимир Алексеевич. Да, до свидания. Да? Да. Они меня взяли. Завтра мой первый рабочий день. Как ты думаешь, маму это порадует? Ну, конечно, это ж круто. А что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что я познакомился с внуком Софии Зборовской, и мы с ним одно лицо. Представляешь? Ух ты. Светлана Васильевна, вашу уносить? Да, да, пожалуйста. Любомир Игнатьевич, знаете, я полностью согласен с вашей дочерью. Придумывать одежду намного интереснее, чем просто демонстрировать ее на подиуме. Я вот не согласен. В первую очередь с тобой, Геннадий. Знаешь, будь я на твоем месте, я бы уж как-нибудь повлиял на нее, приструнил, что ли. Ну, хотя бы на правах будущего мужа. Но не мне вам объяснять, что у вашей удивительной дочери характер-то огонь. И уж раз вы не смогли на нее повлиять, то что уж остается мне. Да, это точно. Так что нам остается только надеяться и ждать. А вот и я. О, великая дизайнерша. Не прошло и полгода. Пап, прекрати. Все вещи взяла? Да. Готова ехать? Спасибо огромное за чай. Он замечательный. Михаил Геннадьевич. Как и ваш дом, Любомир Игнатьевич. Пойдем. Любчик, обязательно, да, мама? Слушай, я не понимаю, куда мы так летим, а? Потому что я повсюду опоздал. Бабушка, с меня голову снимет. Опоздание для нее смертный грех. Ну, тебе же было со мной хорошо. Ну, в том-то и дело, что да. А как бы тебя не уволили из модного дома еще до того, ты начала там работать. Поехали, поехали. А, ладно, ладно, не нервничай. Мам. Мам, проснись. Вик, ну зачем ты меня будешь? А у меня хорошие новости. Я завтра начинаю работать в модном доме Софии Зборовской. Я буду прилично зарабатывать, мы сможем рассчитаться с долгами. Все будет хорошо. Мам, неужели ты совсем не рада? Завтракай, собирайся и поедем к врачу. К какому еще врачу? К психотерапевту, мам. Это депрессия, сама ты с ней не справишься. А я не могу просто сидеть и смотреть на это. Поэтому, пожалуйста, собирайся. Если ты не хочешь делать это ради себя,
Сделай ради меня, пожалуйста. Да. Ладно, София Михайловна у себя? Добрый день, Геннадий Юрьевич. Привет, Мариша. Да, у себя. Отлично, подожди меня здесь. Ну, как дела? Она уже трижды спрашивала, пришел ли внук на работу. Это я виновата. Да понятно, не виделись давно. Слушай, Мариш, ты что, имидж сменила? Да, ты знаешь, я решила сменить все. Имидж, профессию. Гена пошел договариваться насчет меня, и если все пройдет успешно, то я займу место модельера. Мариш, ну вообще-то на модельера учиться надо. Посмотри. Ты в курсе, что твоя мать ночью попала в больницу? Почему ты мне не позвонил? А я звонила. И Олег тоже. Ты же мобильник отключил? Как она? Слава богу, ничего страшного, просто нервный срыв. Сегодня уже выпишут. Почему ты опоздал на работу? Понимаете, София Михайловна, просто Марина, она только вчера прилетела, и мы… Ты можешь не объяснять. Еще раз опоздаешь на работу на 3 часа, я тебя уволю. Да, кстати, я слышала, что твоя Марина собирается стать новой Коко Шанель. Ну что ж, пусть участвует в конкурсе на общих основаниях. Отведи ее к Володе. Сумеет его убедить, пожалуйста. Нет, значит, нет. Через его голову я никого принимать не буду. Даже Марину. Понял. Могу идти? Иди. Ну, что она сказала? Дуй к Озерному, показывай ему свои эскизы. Она их смотреть не намерена. Эскизы? Ну, ты же со мной пойдешь? Нет, у меня через 15 минут важная встреча на другом конце города. Извини, я сделал все, что мог. Все, мне еще в кабинет надо. Ну что, как ее эскизы? Ну и как? Что скажешь? Понятно. Я видела эскизы. Ничего особенного. Алло, привет. Как ты себя чувствуешь? Бабушка сказала, тебе уже лучше? Не волнуйся, сынок. А ты вчера поздно вернулся? Да, извини, я вчера ночь с Мариной провел, но я даже предположить не мог себе, что такое произойдет. Геночка, все хорошо. Ты же знаешь, я всей душой за вас с Мариной. Скажи, кстати, как она настроена? Изменила свои отношения к замужеству? Да ничего она не изменила, у нее опять новая блажь. Хочет стать дизайнером и работать у нас. Ты скажи им правду. Алло? Алло, мам? Алло, мам? А?
Да, слушаю. Олег, слушай, тут такая ситуация. Храпачев из клиники звонил. Можешь подъехать? У меня просто срочная встреча. Так, иди спокойно на свою встречу, я тогда выезжаю в клинику, давай. Здорово, двойник. Привет. На, проверь. Все на месте. Прикинь, я даже твое фирменное шматье постирал. Окей. Thank you very much. Слушай, повезло тебе он. Во дворце живешь, да? Только жаль, на принца не тянешь. Жадный и мелочный. Как губа-то не болит? Я в центр тебя довезти? Спасибо, сам доберусь. Нехилый домик. Хочешь, пойдем в кафе, мороженое поедим? Можем просто пойти в парк погулять. Мама, ты слышала, что сказал врач? Тебе нужны положительные эмоции. Ерунда же. Нет, не ерунда. Ты должна сделать над собой усилие. Мама, вспомни, ты живая. Я хочу домой. Ну, что тебе сказать, Марин? Дело в том, что штат модельеров уже укомплектован. Как укомплектован? Вы же обещали. Минуточку. Во-первых, оставалась только одна вакансия. Во-вторых, я обещал не тебе, а Геннадию. А в-третьих, речь шла только о том, что я поддержу твою кандидатуру на встрече с Софией Михайловной. Но София Михайловна сказала, что именно вы решите, остаться мне или нет. Прости, Мариночка, но твои эскизы никуда не годятся. И я бы на твоем месте не бросал модельный бизнес. К чему? С такими внешними данными? Господи, да как же я устала-то, а? Что никто за моими внешними данными не видит меня. Почему же не видит, Мариночка? Молодая, красивая, из богатой семьи. Жених всем на зависть. По большому счету, нафига тебе работать, а? Хоть модели, хоть модельер. Марин. Владимир Алексеевич, я вам не тупая домашняя курица. Хо-хо-хо-хо-хо. Сама не знаю, что со мной, Олежка. Вроде изо всех сил стараюсь, но, видимо, организм не справляется. Психосоматика? Да. Да, это так называется. Мам, а хочешь вдвоем на море поедем? На 2 дня. Мне кажется, тебе нужно сменить обстановку. Да, хорошо, я подумаю об этом. Я вроде себя всегда такой сильной считала, а тут расклеилась. Олег, ты, бабушка, Гена, вы меня простите, пожалуйста, что я вам столько хлопот доставляю. Я же понимаю, вам сейчас тоже не Мам. сладко. Ну прекрати. Ты ни в чем не виновата, правда. Пойду найду Храпачева, что подготовил документы для выписки. А ты собирайся. Прошу вас. У вашей мамы сильнейший нервный срыв. Он грозит перерасти в расстройство и при неблагоприятном исходе даже в психоз. Вот здесь список медикаментов.
Очень важно, чтобы она принимала их по схеме. Схема – это очень важно. Приветствую. Как мама? Уже лучше. Дома постарайтесь создать спокойную, комфортную атмосферу. Никаких ссор, никаких выяснений отношений. Павел Андреевич, а как вы считаете, путешествие ей пойдет на пользу? Хорошо мыслите, Олег. Только путешествие должно быть не очень длинным и утомительным. Ясно. Спасибо. И если возникнут какие-нибудь вопросы, сразу же обращайтесь. Спасибо, до свидания. Всего Спасибо. доброго. Ну вот, наконец-то сейчас поедем домой. Мальчики мои, спасибо, что обо мне заботитесь. Да о чем ты говоришь, мам? Ну, конечно. Так. Ну что, семья, поехали? Знаешь, какую я песню часто слушала, когда жила в Антверпене и очень скучала по вам с папой? Ой, это Ленина любимая. Да, ты же не помнишь. Вы еще танцевали под нее. Каждый год на его день рождения придумали себе такую традицию. Мам, встань, пожалуйста. Давай. Что такое? Встань, пожалуйста. Вика. Мам, Что? сейчас, не садись. Хорошо, Вика, что случилось? Что ты делаешь? Я сошью тебе новое платье. Так, стой. Надо поправить там. Да. Ага. У меня есть такая ткань, очень модная, мам. Будет сидеть идеально, я тебе обещаю. Я обещаю, я прям сегодня раскрою, мам. Ой, девочка моя. Яночка, я тебе чай с травами заварила. Спасибо, Софья Михайловна. Хочешь, я посижу с тобой? Нет, мне лучше одной побыть. Ну, хорошо. Отдыхай, милая. Если что-то нужно, зови. Мы рядом.
Гори в аду. Мам! Я все. Ну, хорошо. Пока, доченька. Пока. Хорошего дня. Спасибо. У тебя карандаш за ухом. Вот эти глупые фестоны нужно убрать. А то получается какая-то дискотека 80. А вышивку сделайте все-таки чуть крупнее. Всем доброе утро. Доброе утро. Владимир Алексеевич, а мы снова к вам. У вас не найдется несколько минут? Ну, разумеется, как не уважить родное начальство. Слушаю. Владимир Алексеевич, я так понял, вы взяли кого-то на место Марины, некую кандидатуру. Вот очень бы хотелось взглянуть на резюме. М. 23 года. Какая миленькая. Чем же она лучше? Закончила наш университет технологии и дизайна. После этого практически нигде не работал. Антверпен. Королевская академия изящных искусств. Да. Наш целый первый курс. Да, но она все-таки там училась. Да, у меня нет диплома модельера. Но я работала с такими дизайнерами, которые этой выскочке даже не снились. Хочешь, покажу тебе ее работы? Нет. Я вам полностью доверяю. Видите ли, Владимир Алексеевич, у нас здесь как? У нас есть одна большая дружная семья. Я думаю, вы это прекрасно ощущаете. Может быть, мы как-то решим этот вопрос? Так мы что, ведем переговоры? Мы всегда ведем переговоры. Здрасте. Здрасте, вы кому? Я к Владимиру Алексеевичу Озерному. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Доброе утро, Владимир Алексеевич. Доброе. Хорошо. Я так счастлива, что буду работать с вами. Я понимаю, что мне не хватает подготовки и опыта, но, честное слово, я буду очень стараться. Видите ли, Виктория, произошла ошибка. Вакансия модельера уже занята. Мне очень жаль. Барчукова, этот костюм требует идеально ровной спины. Ну вот так, умница. Так, Анечка, ты уже должна выходить. Так. Шейку ровнее. Голову вперед. Умница. Ну что, королева, за твой успех? Спасибо, дорогой. Без тебя ничего бы у меня не вышло. Стакан воды, пожалуйста. Да, конечно. Мне кажется, это она. Тебе не кажется? Это действительно она? Что, жалко девочку? Тут уж ничего не поделаешь. Либо ты ее, либо она тебя. Кость, меня не взяли. Так они сами вчера же позвонили. Вот уроды, а. Слушай, ну ты не расстраивайся. А приезжай на рынок, что-нибудь придумаем. Костя! Здорово. Здорово, брат. Как жизнь? Слушай, да потихоньку-то как. Нормально. А вот у твоей королевны не совсем. Тучки над головой сгустились, аж почернели. Но если до конца месяца не заплатят, магаз заберут.
Ну, директор рынка тоже на рогах. Они же ему должны. Вика больше там не работает. Тю. Я-то думал, если магаз бате принадлежит, то на ее. Но ты же говоришь, не работает. Может, оно и к лучшему. Может. Ладно, братан, бывай. Давай, увидимся. Здрасте. Так, вот футболки мужские, костюм спортивный. Мам. Господи, Олег, напугал меня. Прости, обед на столе. Я курицу с грибами запек. И твой любимый салат с фасолью сделал, как ты любишь. Спасибо, но мне что-то не хочется. Мам, ну, я старался. Пойдем. Ты же даже не завтракала. Я же сказала нет, значит нет. Что непонятного? Олег. Прости, ну ты же видишь, я сама не своя. Ты иди обедай, а я попозже, хорошо? Что теперь собираешься делать? Сегодня я поняла, что мне лучше ничего не планировать. Потому что все мои планы, они летят в пропасть и с грохотом разбиваются. Мне срочно нужны деньги на жизнь. Мне 10 минут назад из банка звонили. Сказали, подождут неделю и пришлют коллекторов. Честно говоря, сейчас я готова на любую работу. Так, наверное, бессмысленно тебя спрашивать, торговала ли ты когда-нибудь на улице бракованными вещами. Чего? Смотри. Это, что называется, прошлогодний брак. Платье, блузки, то пуговица не та, то шов неровный. Продадим. Ручка наша. Ну, что ж, другого варианта у меня все равно нет. Я попробую. Что, работаем, компаньон? Давай. Мамуль, хорошо, что ты встала. Представляешь, во дворе нашел. Странно, правда? Это случайно не твое? Действительно странно. Мое. Твой отец мне его подарил давно. И было бы очень жаль, если бы оно потерялось. Мам, ты молодая, сильная. Этот ужасный период скоро закончится. Мы тебе поможем. Пойдем поешь. Вон, все на столе уже. Да, ты прав, действительно, надо поесть. Пойдем. Одежда со скидкой. Одежда со скидкой. Подходите, пожалуйста. Одежда со скидкой. Одежда со скидкой. Подходите.
У нас так ничего не выйдет. Давай я попробую. Давай. Внимание! Юбка и блузка, отличная пара! Весь город торчит от моего товара! Не проходите мимо! Сегодня закрытие магазина, скидки! Дама, вам подойдет вот это платье! Я уже вижу вас в нем! Хорошего вечера вам! Берите, не сомневайтесь! Скидки до 70%! Дамы, боже, для вас такая шикарная юбка! Пожалуйста. Оп! Смотрите, есть проблема в молнии, но для такого королевского наряда это же ничего. Правда? Тем более такая цена дешевая. От парней вообще отбоя не будет. Я первый в очередь встану. Все, счастливо! До свидания. Скидки 70%! Мужчины, идите сюда! Я же знаю, у вас есть жена и дети, да? Дама, вот платье просто для вас. Виктория Леонидовна, извольте получить ваш заработок. И в ведомости расписываться не обязательно. Я не возьму, это твои деньги. Я вообще ничего не сделала. Как ты ничего не сделала? А кто меня вдохновлял, кто помогал? Я бы один точно не справился бы. Ну, держи, не обижай компаньона. Нет. Ты чего? Прости, просто ты такая хорошенькая, когда хмуришься. Ты проходи, не разувайся. Сейчас ужинать будем. Мам! Садись. Мам! Он спит, наверное. Привет. Вот ты где. Ну, послушай, идеальный крой. Просто идеальный. Папа бы тобой гордился. Как хорошо, что ты снова взялась за шитье. Смотрю, висит платье. Дай, думаю, сострочу. Зашла, сняла чехол с машинки и вспомнила, как отец учил меня управляться с ней. А у нас гости. Я Костю на ужин пригласила. Ты не против? Нет, конечно. Костя, привет! Здрасте, Тир! Пойдем к нам? Ты иди, я попозже приду, хорошо? Ты представляешь? Она снова шьет. Круто. Сейчас стакан принесу. Кстати, завтра шматье на продажу принесут. Опять. Ты как, в деле? От меня нет никакого толку. Да хорош. Ты просто еще не привыкла. Всему же можно научиться. Да, можно научиться всему. Торговать на улице, торговать в магазине, красть чужие идеи. Все идет совсем не так, как я себе представляла. Это потому, что ты ничего не делаешь. Я ничего не делаю? Да? Так ты сама посуди. Ты только расстраиваешься и реагируешь на все. А результата нет. А какой результат? Я не хочу себя переламывать. Так и не нужно себя переламывать. Нужно просто перестать идти за обстоятельствами. Они сейчас для тебя цепи, а должны быть ступенями, понимаешь? Чтобы идти к своей мечте. Так что за мечту. За мечту. Сколько тут метров? А то у меня ощущение, что тебя надули. 55 метров. Пусенька, смотри, у меня чек есть, тут все указано, вот 55 метров. Ой, так, перемеряй. А если не хватает, пойдешь и остаток заберешь. Не знаю, что ты у меня такой тютя? Доброе утро. Ну, привет, Викусь. О, какие люди. А что ты разгуливаешь? Тебе на работу не пора? Мы слышали, ты теперь в модном доме Софии Зборовской. Тетя, нам надо поговорить. О чем? О нашем бизнесе.